И снова утро выходного дня. И снова временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров едет в районы. Куда конкретно, никто не знает заранее. В пятницу вечером становится известно. Город Октябрьский, школы, сады, мост через реку Ик на границе с Татарстаном, больница и многоквартирные дома. Здравствуйте, я вас тоже очень рад видеть. Я так понимаю, какая-то делегация. Да, мы дольщики с 38-го микрорайона, дом 1. В 2014 году у нас начал строиться дом. Мы получили по программе как малоимущие. И до сих пор мы в наш новый дом не можем заехать. 4 года. Да, мы все взяли ипотеки. Застройщикам мы ничего не должны, платим ипотеки. А в списках, что мы проблемный дом, нигде не числимся. Последнее совещание, которое Невостроев здесь проводил с выездом на место с фондом жилищного строительства, определились так, что первая и вторая секция – это конец этого года, а третья, четвертая – это следующий год. Просто первоначально у нас должны были сдавать в 2016 году, уже 2019 год. Дом должны были мы-то сдать живем на съемных квартирах, понимаете? Сюда к вам приедет мой заместитель премьера по строительству. Мы дольщиками занимаемся, и поверьте, мы вас одних не оставим. Просто немножко, я что могу вас попросить? Потерпите, что мы вникли в эту проблему. В каждом городе, более-менее большом нашей республике, есть дольщики обманутые, и поэтому этим занимаемся. Вы соберите, пожалуйста, руководителей инициативных групп, вот всех-то не надо, чтобы люди времени тратили. У себя в администрации соберите, с ними поговорите. И каждому примерно объясните, как это происходит. Плохо то, что еще плохо, что мы людям не объясняем, что мы этим занимаемся, мы это делаем. Мы в бюджет сейчас будем закладывать республиканские деньги, и мы фонды наши республиканские под это будем поворачивать, чтобы эту проблему решить. Спасибо. Хорошо, спасибо. Дольщики – одна из острейших проблем. Но волнует жителей и другое. Завод «Автоприбор», например. Предприятие для Октябрьского значимое. Раньше здесь работали несколько тысяч человек. С недавнего времени – банкрот. Вот я работал главным механиком. Мне в течение 3 лет не давали отпуск. Вот последние 300 человек остались, мы все старались, чтобы предприятие работало. Помощь просили, чтобы завод остался. Да, никто не помог, ничего. Завод 6500 работающих было, самый крупный в городе было. Смотрите, я не могу сейчас ничего сказать. Да, просто разобраться с этим вопросом мы просим. Это 3 месяца зарплата получается. Да, это 3 месяца зарплата наша. И совет закрыли, Вы закрыли его, и мне предлагают его восстановить. Не будем мы его восстанавливать. Давайте улучшим работу МФЦ. Вот. Я сегодня заеду в МФЦ. Если по МФЦ будут вопросы, на телефон доверия. Мы открыли филиал на площади. Алексей Николаевич, я вам уже замечание сделал по МФЦ вашему, вы помните, да? Вот поэтому давайте, я сегодня тоже поеду посмотрю, и вот мы наладим работу. Это вот то, что в наших руках. А теперь в подъезд. Посмотреть, как содержится жилищный фонд. А где управляющая компания-то? Здравствуйте. Все, в гости к вам пойдем. Смотрите, у меня какая, я вот, собственно, хотел, этот подъезд, конечно, не самый страшный, который я в жизни видел, да, бывает хуже, и, наверное, у вас тоже есть хуже подъезды. Мы какую программу? Мы ведем ее уже, наверное, с Нового года. Посмотрим, софинансирование даже не будем, наверное, просить у жителей, будете делать ремонт, и потом муниципалитет предъявлять платежи, а мы муниципалитет компенсируем. На условиях софинансирования. Это же ваш подъезд. Да. У вас же там строка есть на содержание. Да, конечно. Поэтому, допустим, условно говорю, на наши 3 рубля ваш 1 рубль. И что я предлагаю? Обязательно поменять окна. Да, конечно. Вот просто пластиковые окна ставим. Раз. Дальше покраску. Покраску нужно сделать так, посоветовать жителям, какой цвет они выбирают. Жители сами соберутся. Вон видите, как они активно соберутся и сделают покраску. Ну, вот все сопли вот эти прячете, соответственно. Дальше. Здесь энергоэффективная, нет? Да. Энергоэффективно, еще лучше уже переходить на реле, наверное. Ну, энергоэффективно уже хорошо. Дальше входная группа, но я вижу, здесь входная группа уже хорошая. И первый этаж плитку надо класть. Как минимум первый этаж вот это делать. Вот. Потому что, знаете, потом человек вот выходит, где девушка была, девушка выйдет с утра, и у нее настроение сразу хорошее. Знаете, там светленько, некоторые даже цветочки рисуют и так далее. Вы потянете такую Да, историю? конечно. Потому что и к вам будет получше отношение и так далее. Спасибо.
Ну, потребность у людей есть. Потребность в чистых подъездах, потребность в хорошо организованной просторе дворовой территории, потребность в хороших современных игровых площадках. Вот это все. Но муниципалитеты сами не справятся, будем республикой помогать. И правительство свое поручение поступило. Я говорил, что мы уже практически, наверное, даже где-то раньше, где-то позже, но практически с Нового года мы начнем уже программу подъездов. И до глав мы довели ремонт подъездов. А за зимнее, весеннее время мы проведем все необходимые процедуры и обсудим с людьми, с нашими жителями, какие они хотят видеть дворы. Каждый муниципалитет будет делать 10 дворов, 10% от того, что у него есть. Вот мы Алексеем Николаевичем говорили, у него 314. Значит, мы задание ставим. В следующем году 31 двор комплексно благоустроить. Такие задачи. И с жителями согласовывать обязательно? Обязательно встречаться с жителями, согласовывать, как они хотят. Это непростая вообще работа с жителями согласовывать, потому что у жителей разные точки. Пожилые просят одно, молодые с мамочкой другое, но тем не менее надо находить решение. Да. Едем дальше? Да. По пути выясняется во многофункциональный центр. Ради Хабиров, как и обещал, решил проверить, нет ли там очередей. Ваше окно номер 22. Жалобы на МФЦ все-таки, да? Нет, жалоб нет. Вот здесь конкретно нету, но тем не менее вот были факты. Здравствуйте. Были факты, видимо, что не могли вовремя попасть. Здравствуйте. История, что упразднили управление соцзащиты и функции МФЦ? Есть. Это есть такая история. Это было принято решение, и сейчас я полагаю, что нет необходимости к этому возвращаться. Если будет МФЦ нормально работать, тогда этих вопросов не будет возникать. И очень важно еще людям это объяснить, и чтобы люди понимали, что вот у них вот такая вот немножко замена произошла. Здравствуйте, Ксения Геннадьевна. Добрый день. Вот мы с людьми разговариваем, встречаемся, говорят, очереди большие. У вас очереди большие здесь бывают? Нет, у вас здесь нормально, да? Да, у нас хорошо. Вас в лице вас хочу всех поблагодарить, потому что на самом деле от того, как вы с людьми работаете, настроение в целом у всех хорошее, потому что очень важное дело вы делаете. Вот я специально приехал, вам зарплату вам повысил. Спасибо огромное. Договорились? Это вам спасибо. Посмотрите, я уже и девочкам сказал, мы решение приняли, мы зарплату девочкам вашим повысим. Очень хорошо. Потому что текучесть, правда, высокая, говорят, была? Была высокая, да. Мы с трудом успевали набирать штат. Вот мы сейчас повысим, Вот по крайней мере, вам будет стараемся проще. стабилизировать сейчас. Так-то вот так вот посмотри, все. Тут туалет тоже есть, наверное, да? То есть, Да, и для ожидающих, да, для инвалидов все. Туалетов хватает. По стандарту полностью. Мы сделали, мы выделили там помещение в центре города прямо. В городе Нефтяников еще один объект в поле зрения временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Ради Хабирова – первая больница. Построили ее 30 лет назад. Больница порядка 15 тысяч площади. Расположена крестом из 4 блоков на 5 этажах. Октябрьская больница особенная. 39 зданий и сооружений, из них 11 лечебные корпуса. Разбросаны они по разным микрорайонам. Это создает серьезные проблемы. Оборудование. Сами отсюда родом, да? Ну, я здесь родился, сюда вернулся. Сюда вернулся. И сестра врач-анестезиолог. Вот так вот. Вот врачей, говорят, не хватает. Как затаскивать-то нам? Ну, на самом Ваши деле, земляки, ребята, учатся там, да? в Уфе учатся. А вот как их сюда затащить? Жилье должно быть. Жилье, да? Да, а без жилья не у вас вернуться. жилье-то есть? У меня есть, я как раз по программе получил квартиру здесь, в городе. А вы квартиру получили? Да, у меня есть супруга врач, вот мы как врачебная семья получили вот так. квартиру. Вот будут квартиры, мне кажется, специалисты будут. Наверное, и перегруз определенный идет. И перегрузы, и вот пациенты тоже страдают от того, что врачи с перегрузом работают, качество работы ухудшается. Вот у вас есть готовые квартиры, да? Вот если да, есть, мы сейчас мы закупаем 2 однокомнатные квартиры, уже после вашего указания приоритета, что можно помогать. А 2 квартиры двухкомнатные у нас в ремонте. Вот мы еще 4 квартиры и 3-комнатные освободили. 5 квартир мы вам сколько до надо? марта. Даже здесь. Вот актуально, прямо сейчас. Мне нужно 50 врачей. 50 врачей. Нет, сюда 8 прямо сейчас.
И с учетом возрастного состава еще человек 5 в течение 3 лет. Можем ли мы рассмотреть какую-то систему грантов, если мы берем 50 врачей, актуальная потребность, даже если не миллион, а полмиллиона, 25 миллионов, я считаю, что для такого города это небольшая стоимость. Вы поймите, да, вот этот вот дисбаланс, потому что действительно, решая проблему села, мы немножко, в общем-то, обескровили, потому что я приветствую, когда конкуренция где-то между субъектами, а между собой это смысл конкуренции какой, потому что мы хотим в целом в системе здравоохранения порешать проблемы. Онкология у вас, где вы говорите? Вот на сегодняшний день у меня 5 врачей работают привлеченные с других не жителей города Октябрьского. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, побеспокою вас. Нет, спасибо. Как самочувствие? Здравствуйте. Очень хорошо. Вы нашей больнице помогайте. У нас такие врачи здесь, такие медсестры. Помогайте, пожалуйста. Врачи хорошие, помогают. Очень хорошие, очень. Лекарства Оформят. хватает? Вот вам какие лекарства делают? Вот все получается? Получаете? Капельницы делают, да? Как вы делаете? Задержка бывает с лекарствами. Не Это достается торги, сюда. наверное, вот не успевают На провести. химию, да. На химию вот именно, да? Ага. А персонал здесь, правда, вот такой. Задержку категорически нельзя. Как вы будете решать? А питание-то как у вас? Нормально? Не голодные ходите? Питание хорошее. Нормально, да? То есть, да? И масло, и молоко, и какао. Соки каждый день соки дают. Это я не вру. Это вам не Уфа, это у нас Октябрьский. До свидания. Выздоравливайте. Вы с нами, чтобы были все время, работали с нами. Башкирия большая. Да. Спасибо. Не уезжал, да? Не надо. Пусть у нас работает. Нам он всем нравится. Уже о нем столько разговору идет, что он вот такой вот будет президент у нас. Вы извините, меня не посадят, что я болтаю? Терапевтическое, кардиологическое, онкологическое отделение. Лечение разноплановое. Из проблем необходим ремонт. Здания старые. Построили их 30 лет назад, и они сильно обветшали. То есть актуально вот прямо в настоящее время окна, кровля и окончить полы. Я так понимаю, смета есть, экспертиза пошла, да? Экспертиза у нас есть. Острые проблемы здесь. Есть же перспективы решения? Конечно, есть. И как и везде, вот я с этим сталкиваюсь, первая проблема, ну всегда же действительно историю делают люди, и здесь тоже людей не хватает. Нету медиков, нету врачей. Проблема в том, что здесь не район, они не могут получить по миллиону, которые положены Это тоже молодым. проблема. Даже не то, что проблема, что надо подумать, какие мотивационные вещи придумать для того, чтобы все-таки врачи приходили. Дело в том, что этот миллион, вот, который есть для сельских врачей, нельзя сказать, что он решает эту проблему сельских врачей. Ну, частично, да, но не везде. А как вот отсюда люди-то, вот автобус тут ходит или так? Автобус как люди сюда внизу приходят? останавливается. Там есть остановка. Внизу, да, Есть прямо перед остановка, поворотом конечно, сюда. Ага, есть, да? Потому что на отшибе, я так понимаю, стоит, да? Здание. Ну, туда микрорайоны развиваются в ту сторону. Там активное строительство идет. Оно было когда-то на отшибе, а сейчас уже не на отшибе. Да. Дальше в программе у Ради Хабирова гимназия номер 2 города Октябрьский. Школа началось строительство в 1960 году. Сейчас, вот сюда пойдемте, пожалуйста. Сейчас в школе обучается 1231 учащийся. Школа перегружена, к сожалению. Это наша одна Сколько из... классов? Сколько Классов у нас 41 комплектов, а в классах 30, 29, 30. Есть классы чуть даже больше, 32. Востребованность обусловлена тем, что очень хотят учиться в нашей гимназии, как дети хотят. Качественное, видимо, да? Ну, да. Не будем хвастаться, но даем качественное образование. 90% наших выпускников, более 90% наших выпускников поступают в высшие учебные заведения. Как в вузы Республики Башкортостан, так и, конечно же, за пределы и даже за пределами Российской Федерации. Есть желание зайти? Давайте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Ребята, поприветствуйте. Это наши малыши, 3 А-класс. Это 3А, да? 3 А-класс. Урок это рисование, я так понимаю.
тема мамы. Портрет мамы. Приближающемуся дню матери. Они всегда есть. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Вы молодой специалист? Да, второй год Это работаю. ваш первый или второй год работы? Второй год работаю. А что закончили? Казанский федеральный университет. Правильно, что сюда вернулись. Нравится вам здесь учиться, нет? Да. Это какой класс? 9. Тяжеловато, нет, 30 человек? Или там даете здесь жить? Нормально. Опыт уже есть, так что проблем нет. Дети хорошие, стараются. Дети хорошие. Да. Вот чего-то грустно сидит. Спасибо, до свидания. Спасибо. Ради Хабиров идет в школьную столовую. Кстати, это целый комбинат школьного питания. Что у вас сегодня? Можно посмотреть, чем кормят? Да? Можно я? Да, Еще там дают? Спасибо. Ну, прям вкусно. Вкусно. Да? Как в детстве. Очень вкусно. Нравится? Нам очень приятно. Берите ложку, берите. Чисто девушке ложку дайте. Алексей Николаевич, правильно? Тоже дайте. Да, да. Как положено сделано, да? Еще пробуй. Нравится? Мы в этом году заняли первое. Я знаю, очень вкусно. Радий Фаридович, на первый взгляд все прекрасно в школе, но есть сложности, в чем они заключаются? Ну, тут одна сложность, что школа тесная уже, потому что очень много желающих в ней учиться. На 900 мест более 1200 человек учатся, поэтому вот мы с главой это обсудим. У них там есть просьба расшириться школу. Мы обсудим, посмотрим. Не реконструкция, наверное, дополнительное создание филиала. Вот начальный блок, чтобы у них был, и в этом начали. Здрасте. 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 Вот, поэтому. Здрасте. За своими пришли? Книжки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель улицы Богатой, город Октябрьский, 32 микрорайон. Вы не заехали к нам, я сам вас нашел уж. По поводу дорог хотел вот узнать, когда нам отсыпят дороги, хотя бы вот отсыпать. Это новый микрорайон? Новый микрорайон, да. Да, уже много раз обращался, извините. Определенным по летным категориям. Там осталось... Там отсыпать щебенкой пока хотя бы. Хотя бы чем-нибудь, потому что вот так вот по колено весной дети плачут. Я уже в понедельник дам поручение на... Большой косяк. Да нет, нам там 2 улицы отсыпать и все. 2,5 улицы осталось. Бывали здесь, в Октябрьском? Я бывал много раз, да. Как город? Ну, город всегда был красивый. Вот, ну, жизнь же идет вперед, и поэтому уже есть и новые требования к красоте, и новые устремления, и новые, скажем так, формы для развития города. Поэтому я приехал посмотреть, с главой пообщаться. Это центральный парк города, 26 гектаров, площадь. Вот проектировщиком города в центре запроектирован вот такой большой парк. И сейчас самые любимые отдыха для наших горожан. В первую очередь вот то, что новые требования, нового формата. В 2014 году мы уложили асфальт, а потом уже пока программе комфортной. Да, освещен. Здесь километровая дорожка пешеходная, велосипедная дорожка. Вы знаете, в воскресенье у нас наш оркестр выходит на эту площадку и играет бесплатно. Ветераны собираются, танцуют вальсы. Это, знаете, вот так я знаю, душевно. Вот Прошли через парк. Какие вот мысли, идеи вообще? Ну, это очень неплохой парк, но даже там есть как бы над чем работать. Но просто у меня есть ясное понимание, что в наших городах и крупных населенных пунктах просто нужны парки. Их катастрофически не хватает. Вот мы проходили 26 гектаров в центре города, плюс еще парки есть. И люди здесь ходят, с детьми гуляют. Вот мы должны создавать эти условия. Я вот в этой гостинице останавливался. А как она называется? Она Мы проезжали на соревнования мальчишками, сюда проезжали во дворец спорта. Греко-римская борьба? Греко-римская борьба. Здесь вот мы разные. Но здесь я частенько выигрывал. Мы первенство Башкирии здесь проводились. А сколько лет вы занимались спортом? Считайте, 8 лет. Да. Какие ваши достижения? 3 место на первенстве России среди юношей. РСФСР. Нет, я не опасный. РСФСР. Тогда это было РСФСР. Очень гостиница на месте. Это вот красивейшая, на мой взгляд, площадь, вот на самом деле.
Ради Хабиров снова меняет маршрут. Следующий объект – дворец спорта в Октябрьском. Здравствуйте, директор Дворца спорта Кузнецов Александр. Здравствуйте. Показываем, да? Проходите, пожалуйста. Изюминкой нашего Дворца спорта является зал для лиц с ограниченными возможностями, который, наверное, в западном регионе он впервые был задуман при проектировании. Сейчас мы как раз мимо проходим, и я хочу вас показать. Значит, здесь тренажеры работают на пневмоприводе. То есть вся нагрузка у них регулируется за счет подачи воздуха. То есть хотят увеличить, прибавлять, хотят это уменьшать, значит они убавляют. А вы инструктор? Я инструктор, да. А это инструктор специальный, пользуется, нравится ли? Да, и с каждым годом, с одной стороны, к сожалению, конечно, да, но с другой стороны, с каждым годом у нас все больше и больше в городе людей пользуются тренажерным залом. Залов здесь несколько. Гиревый спорт, игровые виды, самбо и греко-римская борьба. Основной состав мастеров спорта, действующих спортсменов, которые выступают сегодня. Да, все октябрьские. С Октябрьского 5, из них 4 стали призерами. И вы так тоже раньше, Радферич? Да, так тоже раньше. Травм не было? Были, разные были. Мужчина? Ну как? Я боролся здесь, вот промежутки между 76-м и 84-м. Прям в этом зале? Я приезжал много раз сюда, в этот зал. Много раз. Бассейн во Дворце спорта есть, но его на всех не хватает, дорожки переполнены. Получается, после 8 у нас всего 3 захода, и населению, то есть потребность есть, и мы 48-47 человек, то есть полная загруженность бассейна. Я знаю, это большая проблема. У нас есть некоторые районы, где вообще нету бассейна. Проект есть уже вот, рядом с Ледовым дворцом, это второй этап. Первый этап начался. Вот... Давайте мы дожмем этот этап, а там по ходу будем. Хорошо. Вот, спасибо. Спасибо вам. Приезжайте к нам в гости. Обязательно приедем. И снова тема медицины. Подъехали еще к одному корпусу Октябрьской больницы на другом конце города. Здание хирургии построили 67 лет назад. Его срочно нужно ремонтировать. Смотрите, как строили. Страна только после войны вышла. А так задуматься, да? Старые строители говорят, что здесь не было. В 1945 году война закончилась, в 1951. То есть, получается, они начали ее строить, наши предки, в 1948 году примерно. Года 3, наверное, строили, года 2. Представляете, нет? Строился без кранов на тачках. То есть я с я вот вижу, там бутовый камень, что ли? Вот смотрите, бут, да? Вот это вот на бутовом камне построено. Предусмотрено укрепление фундамента проекта, поэтому здесь все будет. Лена, сфотографируй, пожалуйста, мне вот эту вот красоту просто. Я вот восхищаюсь все-таки. Я говорю, вот какая страна была. Фасад только сохраните вот такой. Хирургов хватает у вас? Хирургов хватает, травматологов хватает. А кого не хватает? Анестезиологов у нас вот 2 человека, если будет, то это было прекрасно. А вот скажите, вот мы там приняли решение, мы выделяем 125 миллионов на врача узкой специализации. Анестезиолог – это узкая специализация? Да. То есть, вот имейте в виду, с 1 января начнет это работать. Вы просто тогда активнее пользуетесь. Потому что везде просят анестезиологов, везде просят, знаете, узкие такие специалисты, там, типа детский кардиолог, вот такие вот вещи. Мы под узкие специалисты заложили. Речь, это механизм через Минздрав? Минздрав. Это Минздрав. Это Алексей Николаевич должен, вот, понимая, что условно вот, вам нужен анестезиолог, сразу уже идти к министру и ему говорить, слушайте, там у нас не хватает анестезиолога. Просто я не знаю, в реестре это есть вот редких профессий? По-моему, есть. Есть, анестезиолог есть, да. Едем дальше. Бывшее здание детского сада долго использовалось не по назначению. Теперь появилась надежда вернуть его малышам. Да. И это не садик будет, это ясли. У нас с садиками вопрос решен от 3 до 7 уже. Сейчас мы переходим к той задаче, которую поставил президент, это уже ясли. Это приоритетные проекты? Это приоритетный проект. Знаете, вот это вот типичный пример. Вот этот садик – показатель истории нашего развития страны. Сперва он был, когда были дети, потом, соответственно, сложности экономии, да, сложности
соответственно, с финансированием, сокращение количества детей, вообще съеживание социального пространства государства. Поэтому оно ушло под лечебное учреждение. Сейчас опять потребность есть. Поэтому я надеюсь, что здесь мы уже один раз точку поставим и сделаем хороший садик ясли сделаем. И это не только здесь, в Октябрьском, такой подход? Это массовая проблема. В городах десятками в свое время, десятками садики, соответственно, передавались то под коммерческие структуры, то под какие-то офисы, под банки. Даже здесь, я думаю, что в Октябрьском это есть. Но вот это хорошая история, ее надо брать и быстро делать. Она чем хороша? Здесь не надо большой проектно-сметной документации. Здесь надо проводить, заходить и делать, и все. Все сети здесь. Все сети здесь, территория хорошая. Потом, опять же, где сейчас найти территорию? Город вроде как развивается, а территория... Вам, наверное, надо будет все равно строить на тех новых микрорайонах. Современные это будут, строиться. Мы уже запланировали. А такой подход это по всей республике, вот к решению таких вопросов? Там, где есть возможность взять садик, и он соответствует техническим показателям, мы так и делаем везде. Это у нас такой опыт и в других районах был, когда мы возвращаем старые здания. Они, кстати, даже некоторые нам сами его передают, собственники. Много садиков, которые находятся в собственности Российской Федерации, через Росимущество мы забираем, там через разные процедуры. Поэтому такая история. Место красивое, место хорошее. Ну а теперь, как и запланировано, на границу с Татарстаном. Важный объект – мост через реку Ик. Нагрузка на него большая – около 10 тысяч машин в сутки. У меня визы нет на вашу территорию, если пропустите. Рустем Нуриев, глава Евтазинского района. Привет, Алексей. Я говорю, у меня визы нету, я дальше уж думаю не пойду, вдруг потом мы это арестуете. Нет, у нас можно, мы по-соседски живем. А мы решили посмотреть мост. Очень нужный мост, очень нужный. Был же Туймазинский промышленный округ, поэтому мы все очень плотно интегрированы. А если мы как-то договоримся с вашим руководством? Было бы отлично. Я с премьер-министром разговаривал. Я ему позвонил. Да. Вот хорошо, что я вас увидел, чтобы тоже получить подтверждение, что людям и вашим надо сюда ездить, и наши ездят. Мост будем делать? Ну, разобраться, он, во-первых, не наш, не на нашем балансе стоит. Это мост Башнефти, нам сперва нужно переговорить с Башнефтью. Конечно, он нам не нужен уже, мы заберем его. Мост реально нужен, люди же общаются. Это две братские республики, плюс еще экономические очень серьезные связи. Мы у них покупаем, они у нас, и предприятия заводят. Поэтому очень серьезно к этому подойдем и найдем вариант. Спасибо.